Мы сегодня восхищаемся красотой этого чудесного замка. Вы видите, как парадный подъезд оборудован эркером. На сегодняшний день там развиваются флаги Российской Федерации и Республики Татарстан. Верхний левый угол с таким ступенчатым завершением, ризолитом. Крайний правый полукруглый эркер с кованой башенкой и флюгером. Дом изобилует декоративными элементами: машикуляры, навесные больницы, вензеля, аркатурные пояски. Все, чтобы люди красовались этим шикарным замком. А кто же здесь жил? Давайте мы с вами узнаем. Дом по документам принадлежал госпоже Шамиль, и она его получает в 18-летнем возрасте в качестве свадебного подарка от своего отца, купца Апакова. Выходит Биби Марьям Бану замуж за отставного генерала царской армии Мухаммед Шафи Шамиля. Семья жила богато. Кроме того, что они владели таким шикарным особняком с первыми электроподъемниками в Татарской Слободе, говоря современным языком, лифтами. Биби Марьям Бану, она ведь еще и закончила французский университет, и поэтому в этом доме открывает первый литературный салон, где собирался весь цвет общества. Также Биби Марьям Бану открывает и первый магазин модной французской одежды на Сенном базаре. И у их же семьи был первый автомобиль в городе. Но счастье было недолгим. Уже в 1906 году Мухаммед Шафи Шамиль по дороге в Кисловодск скончался, и вдова с двумя дочерьми переезжает в Санкт-Петербург. А этот дом был продан успевающему торговцу Валиуле Ибрагимову. Его еще называли конфетным бароном. Он имел конфетную фабрику. Затем в советское время, в 1917 году, дом экспроприирован, поделен на коммунальные квартиры. Лишь в 1981 году дом был передан литературному музею имени Габдуллы Тукая. И сегодня здесь собираются любители литературы, читая стихи великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Как и век назад собирался цвет нации в литературном салоне госпожи Шамиль. О том, насколько важен человек, судят по количеству людей, собравшихся на его похороны. И здесь в 1913 году на Юнусовской площади при многотысячном стечении народа образовалась такая толпа людей, что носилки с телом Габдуллы Тукая переносили над головами друг друга. Улица Екатерининская после революции названа Тукаевской в честь великого татарского поэта Габдуллы Тукая, горячо любившему Казань и внесшим огромный вклад в татарскую поэзию. И мне хочется зачитать пару его строчек из стихотворения «Пара лошадей» в переводе Анны Ахматовой. «Слышу я призыв к намазу, будет утреннюю рань, о, Казань! Ты грусть и гордость, светозарная Казань». Наш город действительно светозарный и привлекает множество туристов из России и зарубежных стран. Всем я рекомендую брать экскурсию по Старо-Татарской Слободе, которая хранит много тайн об объектах историко-культурного наследия нашего города.